Айдамировой оказалось многим больше, чем вместит сам зал. Сама же заслуженная артистка России тщательно готовится к предстоящему концерту, в чем убедилась и Амина Манаева. К Международному женскому дню готовятся не только мужчины, но и сами представительницы прекрасной половины. В преддверии главного женского праздника известная исполнительница Аймани Айдамирова решила сделать подарок для жителей республики и дать сольный концерт. Каждое слово, через каждую нервную клетку нужно пропустить. Что образе аж сабах, аж зритель артист, самая главная ваша цель и задача тахан вайн воган вол зритель, цейр саму дахки, сан и концерт хасиетити, цейр дыхча и дувай дадиш такин. Как всегда, сопровождать певицу будет коллектив Нур Джоухар. Вместе они уже 20 лет. К предстоящему концерту готовятся основательно, оттачивая каждое движение. Руководит репетицией сама Аймани Айдамирова. Здесь же, разрабатывая голос, который покорил многие сердца, то ли невольно, то ли по привычке, она распевается. Наступающее 8 марта для Аймани Айдамировой тройной праздник. Это день ее рождения, а также 30-летний юбилей сольной карьеры. Но в первую очередь, как говорит певица, это для нее, как и для любой женщины, женский праздник. Этот день в этом году для меня он особенный, потому что 10 лет моему коллективу, 30 лет моей творческой деятельности, 20 лет с тех пор, как я создала свой старый Джоухар коллектив, и день моего рождения. Ну и вдобавок, конечно же, естественно, я это все могу отбросить, потому что это Международный женский день, и мне хочется от всей души всех женщин, матерей, сестер, всех поздравить. Аймани Айдамирова обещает, что предстоящая концертная программа будет интересной. Всех секретов пока не раскрывают. Известно лишь, что будут исполняться как полюбившиеся старые композиции, так и новые песни. Но лучше один раз пойти и увидеть, чем 100 раз услышать. Амина Манаева, Алихан Курбанов, Ваха Кантаев. Новости. В Доме печати прошла акция, приуроченная к Международному женскому дню 8 марта. В актовом зале Дома печати собрались вдовы погибших сотрудников, матери без вести пропавшего и инвалидов. Организация и проведение сегодняшнего мероприятия прошло по инициативе Шамсаила Саралиева. В канун международного праздника женщинам были вручены подарки и красивые букеты. А исполнение песен учащимися столичных школ затронули сердца всех присутствующих женщин. Сегодняшним мероприятием мы показываем, что мы не забываем наших сестер, матерей, жен. Сегодня мы пригласили сюда женщин, которые во время военных действий потеряли сыновей, мужей. Наше министерство неоднократно проводит подобные мероприятия в течение года. Значит, сегодня мы хотим поздравить наших дорогих, замечательных женщин с наступающим праздником, Международным женским днем 8 марта. Пожелать им здоровья, счастья в семье. 8 марта еще не настало, но приближение этой праздничной даты дает о себе знать с первого дня весны. На столичной улице баннеры с поздравлениями в адрес прекрасной половины, мужчины опустошают цветочные магазины. Подарки, поздравительные речи – непременная атрибутика весеннего праздника. О том, кто и как стремится порадовать представителей слабой половины – наш следующий материал. Празднику 8 марта радуются все женщины, независимо от возраста. И всем им нужно уделить внимание и поздравить. Для Аллы Богатниковой, ветерана Великой Отечественной войны, праздник наступил еще задолго до 8 марта. Пожилую женщину сегодня поздравили работники мэрии. Как положено, подарили букет цветов и преподнесли денежный презент. С наступающим Международным женским днем. Спасибо большое. Вы нас не забываете, честно слово. К ветерану труда Галине Ховаковой работники столичной мэрии тоже наведались. Букет цветов растрогал пожилую женщину. Говорит, что давно ей не уделяли такого внимания. С наступающим 8 марта. Желаем вам счастья,
Всех Какое благ. счастье, сынок, 87 Ну лет. ничего, чтобы еще 100 лет прожили. Праздничные мероприятия, начавшиеся сегодня столичная мэрия, намерена проводить до 8 марта и поздравить как можно больше представительниц прекрасной половины. Запланирован ряд мероприятий на территории Грозного. Значит, в первую очередь сейчас проводится мероприятие сегодняшнего дня по поздравлению женщин администрации города, 4 префектур, департаментов, комитетов. Мероприятие, посвященное Женскому дню, сегодня отметили и в Ленинском районе. По инициативе мэрии совместно с Республиканским обществом инвалидов сюда были приглашены женщины с ограниченными физическими возможностями. Для них было организовано праздничное чаепитие и концертная программа. Как известно, недорог подарок, а дорого внимание. Работницы Сурсада его тоже получили. Коллектив из 213 женщин этой организации также поздравили с наступающим праздником и вручили грамоты. Ну а для своих сотрудниц руководство мэрии организовало корпоративный вечер. Амина Манаева, Ваха Кантаев при поддержке пресс-службы мэрии. Новости. Международный женский день для каждой представительницы прекрасной половины – яркое событие, а для жительницы Гойчу Алпату Муртазалиевой – это двойной праздник. 8 марта ей исполняется 100 лет. Активисты патриотического клуба «Рамзан» узнали об этом и в числе первых в преддверии праздника навестили юбиляршу. Они привезли ей сладости и продукты питания. Женщины и цветы, пожалуй, самые прекрасные создания на Земле. Эту параллель еще раз провел фотограф Халид Дибиров, посвятив свою фотовыставку Международному женскому дню. Как говорит сам художник, он с детства интересуется фотографией и никогда не расстается с фотоаппаратом. В каждой своей картине фотограф снимает только природу и пейзажи. В юности просто увлекался фотографией, но после армии решил профессионально снимать и даже устроился в газету корреспондентом. Правда, выставку я провожу в первый раз. До настоящего времени в истории чеченского народа никогда не проводились фундаментальные исследования национального оружия и воинского снаряжения. Это сделал и выпустил книгу об этом наш земляк, коллекционер и исследователь Иса Асхабов. Национальному музею Чеченской Республики Асхабов официально передал подарок антикварную саблю и кинжал чеченских оружейников конца XVIII века. По словам Исы Асхабова, до сих пор история знала имена только 12 чеченских мастеров-оружейников. После его полного изучения с начала 1998 года список расширен до 160 имен. Кавказская война XVIII века, революция 17 года и депортация в 1944 развеяли по миру почти весь оружейный антиквариат, а лучшие клинки разрубали саблю противника, рассекали бурку и в мах отсекали голову быка. Подарок музею из личной коллекции Исы Асхабова. Я помню себя, у меня 18 лет, отец, мне было 17, наверное, когда отец впервые мне купил кинжал. Вот это положило начало коллекции. Каждый мужчина в Чечне имел свой кинжал. Его отделка и качество отражали характер владельца. Оружие было главной ценностью и богатством чеченца, а за кинжал, украшенный серебром, уплачивался закат в пользу бедных. Подарок Национальному музею – кинжал и сабля. Первый – изделие знаменитого чеченского мастера-оружейника Чила, изготовлен в 1898 году из вороненой стали, а второй – сабля, подаренная почти 200 лет назад прапрадеду Исы Асхабова, известным Бейбулатом Таймиевым, политиком и полководцем начала XIX века. После революции 17 года не все мастера-оружейники наносили свои имена и клейма на клинки, а многие из них вообще скрывали эту часть своего прошлого, чтобы избежать репрессий со стороны большевистских властей. Новая книга Исы Асхабова о чеченском оружии и его подарок музею должны стереть еще одно белое пятно в истории нашего народа. Атлан Тугаев, Юсуп Салажиев, новости. Что же, это был обзор ключевых тем в студии. С вами была Саня Татутаева. До новых встреч у экрана ваших телевизоров. Адьос.